Катя, давай немного поиграем. У меня есть для тебя загадка. Легко читать такой рассказ. Картинок много, мало фраз. Что это такое? Ну, не знаю, могу предположить, что это какая-нибудь небольшая книжка. Ну, знаешь, еще с помощью таких учат детей читать. Ну, отчасти ты, конечно, права. Но правильный ответ – комикс. Детей он читать, конечно, не научит, но картинки рассматривать заставит. Я поняла. Как правило, такие комиксы делают про супергероев, суперзлодеев, модные бластеры, параллельные вселенные и тому подобное. Ну, в целом, да, можно сказать и так. Но наша следующая героиня, Арина Слотина, уже несколько лет рисует комиксы, где главную роль играет отнюдь не обладательница каких-то сверхгеройских качеств, а самый обычный человек со своими обычными житейскими проблемами. Все началось с того, что моя мама отправила меня в художественную школу. Это, наверное, было еще даже перед первым классом. И вот я проучилась там, наверное, 8 лет, это точно, если не больше. Закончила, получается, 9 классов в школе и поступила в очень классный колледж искусств, который всем сердцем люблю. И вот там и начался мой творческий период жизни, когда я начала рисовать персонажей и комиксы в дальнейшем. Арина, расскажите подробнее про ваши комиксы. Какая их тематика? Ну, я основываюсь на своей жизни. Я очень люблю наблюдать за людьми, какие у них повадки, как они одеты, как они себя ведут. Если говорить о своей жизни, то я рисую какие-то свои неудачные моменты. Если у меня что-то произошло, мне хочется с людьми поделиться. Если я, например, нарисую и выкладываю это в какую-либо соцсеть, и появляются какие-то отклики, то есть там, о, да это же я, у меня такое же есть. И вот эта вот поддержка, даже если это незнакомый человек, ну, это очень, например, приятно. То есть неудачи вас вдохновляют в каком-то роде? Ну, это прикольно. Ты посмеяться над собой, мне кажется, это очень полезно. И, не нужно там ходить и унывать, что ой, я там сегодня в лужу наступила, или я там облила машина. То есть мне кажется, что нужно смеяться над собой. Главная героиня ваших комиксов – это всегда девушка. Это девушка вы? Да, главная героиня – это я. Изначально все началось с колледжа, когда я поступила. У нас как-то начались эти разные зарисовки друг друга. Я начинала рисовать себя. Изначально у меня получался персонаж, я детально рисовала себя. Там горбинка носа, я не знаю, волосы как-то. Вот это было все очень детально. И это, например, по времени очень долго уходило. Сейчас же, если смотреть на мои рисунки в группе ВКонтакте, то это уже очень упрощенный персонаж. Сейчас очень много людей, я наблюдаю, которые занимаются, рисуют комиксы, также они рисуют свою жизнь. Мне кажется, вдохновила меня Сара Андерсон. Есть группа ВКонтакте «Время мазни». Берут ее комиксы, переводят на русский, и создали группу, выкладывают там ее рисунки. Мне нравятся люди, которые не стесняются своей жизни, каких-то там тоже своих провалов, даже могут быть женские проблемы, то есть это все выкладывается, и взамен тоже у нее идет очень огромный поток понимания. И есть еще, недавно открыла для себя парень, персонаж его зовут Мармаш. Он занимается анимацией, он анимирует свои рисунки, также в очень жизни, но это очень смешно. Когда смотришь, ты понимаешь, что да, на самом деле так и есть. В своей жизни то же самое происходит, но я реально хохотала от его видео. Еще есть Филиппа Райс. У нее очень милая любовная история. Она рисует, не только этим она занимается, но есть у нее книжки, где она рисует свою жизнь с молодым человеком. Какие-то вообще мелочи, как они там дерутся за одеяло, как она там, не знаю, ревнует его к кому-нибудь. Не знаю, ты смотришь и умиляешься, там какие-то чмоки, поцелуйчики, обнимашки. Это очень приятно в конце рабочего дня, когда устаешь, смотришь. Есть ли вообще какие-нибудь конкурсы именно по такому формату рисунка? С недавнего времени я задумалась о том, куда можно выкладывать свои рисунки. Поначалу я очень сильно стеснялась, потому что я боялась, что не будет какой-то отдачи от людей. Я просто так периодически рисовала там что-то из жизни, выкладывала, смотрю, людям нравится, там смеются. Я такая, все, нужно создать какую-то платформу. Но я сейчас просто создала группу ВКонтакте, она называется «Жизнь А». А это от моего имени Арина. И решила туда выкладывать свои работы, чтобы у них было какое-то место, потому что они у меня все в разнобой.
Пока что там 27 подписчиков, но я думаю, что это еще все впереди у меня. А насчет что-то создать свое, я, например, очень бы хотела какую-то книжку тоже иллюстрированную, вот по типу, как я говорила, что Филиппа Райса нарисовала, сделала книжку про свою любовь со своим молодым человеком, какие-то жизненные ситуации. Ну, в общем, да, я бы хотела что-то сделать свое. Что бы вы посоветовали ребятам, которые только-только начинают в этом жанре работать? Я могу посоветовать только одно – это рисовать постоянно. То есть, если ты уж начал, то рисуй каждый день. У меня, например, бывает период, что я ленюсь, там, или мне некогда, или я там жалею себя, что я пришла там с работы уставшая, такая, ну, ладно, типа завтра порисую. Нужно рисовать каждый день, чтобы разрабатывать руку, чтобы найти свой стиль. Если говорить о том, что рисовать каждый день, тогда мы вас сейчас, Ирина, попросим нарисовать нас мини-комикс. Арина подготовила нам небольшой презент. Вот такую небольшую зарисовочку о работе команды студии 11. А вообще, я надеюсь, что в ближайшем будущем появится целый цикл комиксов о работе нашей программы.